На календаре 15 октября, четверг, красивая цифра 15:10. И, конечно же, в эту дату во всем мире отмечен День белой трости. Это, разумеется, и Всемирный день мытья руки. Пользоваться антисептиком. Так что не отказывайте себе в удовольствии сегодня прогуляться. Температура пока не очень низкая, а какая именно, давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз 7 градусов, днем чуточку потеплеет, будет -3, -5. Воздуха составит +1, -1. В Нижнеленских улусах -8, -11, это утренняя температура, а днем ожидать 1. В Колымо-Дигирских улусах -6, это утренняя температура, а дневная -3, -5. На северо-западе -6, -11. Это в 6 часов утра. Ртутного столба. Ветер западный. Это пока невозможно, разве что уехать на Кубу, ведь с 1 ноября власти островного государства приняли решение снять практически все ограничения на въезд для иностранных граждан. Таким образом, зимние правила въезда практически не изменились. Карантина по прибытии не будет, справки, сертификаты на тему коронавируса не требуются, правда, в всему миру. А лицам с подозрением на показатели, отличные от нормальных, предложат пройти тестирование на COVID-19, и они будут бесплатными для всех туристов. Медицинский осмотр. Из интереса я посмотрела в приложении Skyscanner, сколько стоит билет на начало ноября, и стоимость перелета из Москвы до Гаваны и обратно составила, вы не поверите, около 300 тысяч рублей. Приложение регулярные прямые рейсы, перелет, конечно же, будет меньше составлять продолжительность, ну и цены будут другими. А между тем поклонники яблочной продукции могут ликовать. Ведь уже в этом месяце в России iPhone 12 наконец появится в продаже. Так, iPhone 12 Pro появится в продаже по цене 99 990 рублей за версию 128 гигабайтов. iPhone 12 Pro Max будет доступен с 13 ноября по цене 109 990 рублей за эту же версию. И напомним, что новый смартфон за 1900 йен, это примерно $18, кабинку на колесе видеосовещаний. Правда, в воду видны небоскребы в Токио, бывший порт Йокогамы и горы на западе. От пандемии отправляйте нам свои фотографии на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. И самые интересные фотографии вашего рабочего места мы покажем в нашем эфире. А между лишний вес и даже получить ожирение. И, друзья, давайте дружно вместе с нами начинать новую жизнь. Анна Семенова, фитнес-инструктор. Анна сейчас должна быть у нас на связи. Доброе утро. Нужна связи. Она нужна. Ну, растяжка, вот лично для меня это равно хуже, наверное. И чтобы продлить молодость, люди занимаются растяжкой. То есть даже после 50 я бы советовала... Это даже необходимо? Да. Ага. А кому еще вы бы... Да, страдает в основном верхняя часть тела. Остеохондроз тот же самый. И... Вот гантели. Вот именно... Чем отличается? Да, вот Ну, по результатам, скажем так. По результатам? Ой, ну это совершенно разные вещи. Ну, силовой показатель увеличивается, конечно, из растяжки, но, допустим, но насчет силовых показателей, ну, конечно, растяжка это немножко другое. А какие упражнения можно сделать сейчас вот нам дома, да, вне спортивного зала, без специальных спортивных атрибутов? Что нам доступно? Таких очень много. Я покажу пару упражнений. Во-первых, то, что мы делаем всегда с моими клиентами, здесь меня видно, это roll-down. Всегда в начале тренировки полностью круглая спина, мы опускаемся до пола с мягкими коленями. И постепенно также вырастаем обратно. Ставим поверхность бедра. Мы ставим ногу на пятку и пытаемся коснуться большого пальца ноги противоположным локтем. Аккуратно опускаемся вниз на выдох, вытягиваемся наверх. Для этого нас помогает вторая нога. Мы сгибаем, тянем спину. Нам необходимо сесть, подтянуть к себе плотно бедра, прямо до грудной клетки и вытянуть спину. Сейчас очень важно помнить, что мы тянем не ноги, а именно спину. Нужно почувствовать, как мы наверх, вниз, наверх, вниз. Важно чувствовать именно спину.
Вытягивая спину наверх. Постепенно вытягивая, нужно делать такое упражнение. Ногу ставим на угол 45 градусов примерно, стопа. Здесь всегда угол 90 градусов. Это золотое правило фитнеса. И вытягиваем ногу на выдох наверх, вниз. Вытягиваем колено наверх, вниз. Фиксируемся. Для тех, кому проще, мы можем отклонить и поставить руки как можно дальше вперед и зафиксироваться. Около 30 секунд. Анна, кажется, да, упражнения не очень сложными. Я думаю, что каждый наш телезритель сможет повторить это у себя дома. Спасибо, Анна, за отличное настроение, за заряд бодрости. Я желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего. Друзья, ну, на календаре, как вы уже знаете, как я уже говорила, середина октября, четверг. И этот день хорошо подходит для решения любых практических задач. Даже самые обычные дела сегодня не кажутся скучными. А так говорят астрологи. А теперь давайте узнаем, что будет у каждого из них, так как вы слишком эмоциональны. Телец. Сегодня тельцы находятся под покровительством планет, поэтому день пройдет максимально спокойно. Но действуйте обдуманно и тщательно взвешивайте решения. Близнецы. Сегодня у близнецов вероятны неприятные события, ухудшение вашего состояния. Напряжение в первой половине дня неизбежно. Проявите осторожность. Рак. Сегодня раки, вероятно, испытают разочарование в своей деятельности и ощущение знакомства. Дева. Девы, будьте осторожны, заключая сделки и совершая покупки, вас могут обмануть. Ваша доверчивость и склонность к самопожертвованию принесут лишь обиды и к решению проблем принесут плоды в профессиональной сфере. Скорпионы. Сегодня как никогда слышать мнение окружающих. Не настаивайте на своем. И я не советам друзей. На личном фронте важно не планировать никаких поездок. Ну и рыбы. Этот день потребует. Переключайтесь. Увидимся с вами через несколько мгновений. Скидки только в июле. За 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес. Осторожного обращения с огнем. Территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных. Налогов и дивидендов ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новый Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. В наше время все еще живы стереотипы о мужских и женских профессиях. Также существует мнение, что техника – это исключительно мужская сфера. А в октябре мы бы хотели познакомить вас с Ириной Землянской, директором Хангаласского филиала акционерного общества РИК Автодор. Доброе утро, Ирина Владимировна. Или инженером. В то время все шли на эти профессии. Закончив институт того момента. Но мы все знаем, что работать в мужском коллективе не просто непривычно, а сложно в эмоциональном плане и физически. Она всегда сможет выслушать, принять взвешенное решение. Женщина-руководитель – это что-то. Получается, что именно вот то, что вы выслушиваете. Все-таки мужчины тают при женской улыбке, да. Понимание, наверное, понимание очень сильное, да. Ну, как сказать? Но некоторые там говорят же, да, что вот на работе это один человек, потом приходит домой, снимает вот эту рабочую профессиональную маску, и дома это совершенно другой человек. Это про вас? Это про меня. Надо быть умным человеком, что домой не вытаскивать проблемы производства. Все-таки так, наверное. Ага. Дома вы ласковая, нежная. Обычная мягкая женщина, а на работе... Конечно, в первую очередь хочется пожелать в наше время здоровья, благополучия в семьях, стабильности в работе, ровной дороги по жизни, беспрепятственной, что как раз наш профессиональный праздник совпадает с окончанием строительного сезона. Ну и проводили корпоратив
в этом году придется. С сложным временем. Я желаю вам удачи. Еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником и желаю вам здоровья в это время. Я напоминаю, что сейчас у нас в гостях была Ирина Землянская, директор Хангаласского филиала акционерного общества РИК Автодор. Друзья, мы продолжаем вязать, и мне мое новое хобби очень нравится. Другие девушки также нашли время для рукоделия. К примеру, героиня нашего следующего сюжета с увлечением занялась декупажем. Что это такое? Об этом нам она расскажет сама. Бирюзового цвета. Вырезала декупажную карту. И нам нужно заранее разложить на поверхность карты. Для того, чтобы намочить декупажные карты, нам нужен контейнер с водой. Одну минуточку. Мы вытаскиваем нашу карту. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не порвалась. На газетку ее помещаем, чтобы впиталась лишняя влага. Теперь наносим клей. Аккуратненько разглаживая от середины к краям. Также мы поступаем и с другими картинками. Наносим сперва клей, прикладываем ее, чтобы карта побыстрее. После того, как у нас лак окончательно высох, мы наносим второй слой лака. К сожалению, с сегодняшнего дня в Якутске приостановлены все спектакли в театрах. Что касается кинотеатров, пока информации нет. Но я думаю, что есть еще шанс нам сходить в кино известных в мире картин, а также детективная драма. В общем, каждый сможет найти себе фильм на свой вкус. Не бойся. Как зрителями, так и критиками. Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно жить в безопасности. Однако новым владельцам придется непросто. Дом в викторианском стиле красив снаружи, но ужасен внутри. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг, которого кроме нее его никто не видит. Дом 3. Этого города нет ни на одной карте. Высока ли вероятность, что в обозримом будущем зрители совершенно охладеют к боевикам, аудитории не останется? Джеки Чан в который раз продемонстрирует свои впечатляющие навыки в роли главы команды суперагентов «Авангард». Оснащенные по последнему слову техники профессионалы развернут операцию по спасению известного бизнесмена, похищенного международным криминальным синдикатом «Арктические волки». Лица Моны Лизы, созданный Леонардо да Винчи. Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? 4 женщины, 4 удивительные истории. Кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет художественное путешествие по итальянскому ренессансу и 4 городам, где жили девушки, Имели особую связь с флорентийским художником. Это самая настоящая визуальная биография тосканского гения. 4 лица Моны Лизы. в ночную смену. Для того, чтобы научиться контактировать с окружающими, он следит за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной, но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после этого и главным подозреваемым. Хватит, перестань! Ты нас записывал? Ты показывал это полиции? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Вся продукция российского производства и имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный рассчитан на 50-60 организаций, магазинов, школ и так далее. Маски медицинские в упаковках по 10-50 штук, антисептики для рук, объем 20 миллиметров. Очень удобно брать с собой. Друзья, сейчас мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, но не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело отправляйте свои сообщения. Мы обязательно их прочтем. Я вообще-то смотрел. Пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через пителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Читайте в летнем журфиксе проект «Герои с обложек журфикса». Якутское кино Балабанова. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. На календаре сегодня 15 октября, четверг. И на днях в Якутске открыли мемориальную доску первому министру культуры Герасиму Попову. Мероприятие состоялось 10 октября. Мемориальную доску установили на стене дома по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 39. Автором стал скульптор Николай Чучасов. Участие в небольшой церемонии приняли родные земляки Герасима Попова. Его в далеком 1953 году возглавлял Министерство культуры Якутии, которое только было образовано. Работал он более 7 лет. При нем приехал первый выпуск Щепкинского театрального училища, появились первые артисты Саха-театра, а в 1957 году в Москве прошли первые дни Якутии, где показали, насколько красиво, уникальна наша культура. Ну а мы продолжаем наш эфир и слушайте. Пытаясь дозвониться в поликлинику, то занято, то не берут трубку. Вчера была температура, сегодня нет, но на работе просят справку, что врач осмотрел, что делать. Здравствуйте, сегодня я расскажу вам про приложение «Медсеть». Если занята телефонная линия и вы не можете дозвониться до поликлиники, вы можете сделать вызов врача на дом через приложение города Якутска. Я покажу вам, как можно сделать заявку. После того, как вы скачали приложение, на главной странице вы увидите кнопку «Вызов на дом». Здесь вы можете сделать вызов себе или адрес. Если у вас не частный дом, то галку «Частный дом» необходимо будет снять, у вас выйдет ваш этаж, подъезд, квартира. Также, если мама, мой муж, мои дети и так далее, вы можете добавить нового члена семьи через кнопку «Добавить». Я выбираю себя. Обязательно в нижнем меню в разделе «Заявки». Когда больница обработает, ваша заявка изменится на «Передано», и вы получите уведомление о том, что ваша заявка обработана и что необходимо ожидать врача. Вы можете обратиться к врачу через кнопку «Чат с оператором». Выбираем горячую линию по коронавирусу и задаете ваш вопрос. Также у нас есть бесплатный онлайн, и вам ответит либо специалист, либо пользователь приложения. Поиск. Например, очень много сейчас скачивать приложение и экономить ваше время, отправляя заявки через приложение и не дозваниваясь до поликлиник. Летом этого года был объявлен специальный конкурс фонда президентских грантов, направленный на поддержку социально незащищенных слоев, поддержку пациентов на гемодиализе и после трансплантации почки. И вчера в Якутске стартовал бесплатный скрининг на антитела COVID-19 в диализных центрах города. Более подробно об этом проекте нам сегодня расскажет руководитель Наталья Карата. Бесплатным скринингом тестирования на антитела COVID-19 людей с тяжелыми заболеваниями почек. В рамках проекта они могут бесплатно сдать анализы на антитела COVID
методом ИФА. В проекте принимают пациенты гемодиализа, они никуда не идут, не стоят в очереди, они приходят. Пациентов диализных центров может пройти это тестирование? Только ли они или кто-то еще другой может? Да. Тестирование могут по целевой аудитории проекта являются люди с донорской почкой. Бывают случаи, когда им нужно прийти на прием к врачу, а там требуют справку в ковид. В таких случаях они могут, заранее записавшись через нашего куратора, прийти в определенные части печени дар жизни. Весной мы планируем на ковид. Наталья, мы знаем, что люди после трансплантации органов принимают лекарства, которые снижают иммунитет. И как они живут, выживают в условиях пандемии? Какая-нибудь поддержка от вашего проекта есть для таких людей? Однажды летом мне из больницы позвонила моя хорошая знакомая. Она в то время лежала в больнице с ковидом и перенесла его в относительно. Мы с ней подумали, а что если скоро объявят спецконкурс фонда президентских грантов, и мы можем написать проект и помочь нашим пациентам с донорской почкой возместить, оплатить проезд на консультацию и лечение в Федеральный центр трансплантологии. В то время у них работало ковид-отделение для таких пациентов, возможно, и сейчас работает. Желающие, которые могут воспользоваться предложением нашего проекта и получить бесплатный проезд на лечение и консультации. И отличного дня. Я напоминаю, что сейчас у нас на связи была руководитель социального проекта «Надежда на будущее» Наталья Карата. Экскурс по кафедре анатомии человека медицинского института. Первой кафедре весна дипломом «Золотая кафедра» Российской академии естествознания. Мы, в свою очередь, также поздравляем коллектив и предлагаем посмотреть небольшой видео. Медицинской анатомии переехала сюда в 1990 году из здания по улице Ки на северо-востоке страны. Доктор медицинских наук, профессор анатомии человека. На кафедре анатомии имеется 2 музея, коллекция анатомических препаратов, подготовленные руками. Все это очень помогает нам в учебе. Но кроме изучения препаратов, многие студенты занимаются в научных кружках, таких как анатомия, которую необходимо знать каждому студенту-медику, чтобы в будущем стать хорошим специалистом, подходящий для тебя способ ее изучения. На 3-м курсе мы начинаем изучать новую дисциплину – оперативную хирург. Теперь мы с вами заглянем в музей патологической анатомии. В нем представлены препараты, которые отражают множество внутриутробных аномалий, воздействие алкогольного. Доцента Татьяну Геннадьевну Дегтяреву. Учиться было интересно, но в то же время сложно, поскольку у нас тогда не было системного знания и знания латинского языка. Но с легкой подачи Татьяны Геннадьевны мы, вчерашние школьники, начали делать первые шаги в медицине. С кафедрой анатомии связаны даже мои первые шаги в науке. Всем студентам-медикам пожелаю любить анатомию, изучать ее с интересом, поскольку невозможно стать высококвалифицированным специалистом без знания строения органов и систем. Поздравляю весь коллектив кафедры анатомии с профессиональным праздником и желаю больших научных и практических достижений. Анатомический корпус – очень просторное, светлое здание. В нем много больших, комфортных аудиторий. Нам очень нравится здесь заниматься. Перед экзаменами, зачетами и олимпиадами в нашем корпусе волшебная атмосфера. Бывает так, что нет ни одного свободного места. Как же хорошо, что в нашем корпусе созданы все условия для комфортного и продуктивного изучения анатомии человека. Ну и, конечно же, нельзя не поздравить в этот день преподавателей и лаборантов кафедры анатомии, а также ветеранов, доктора медицинского благополучия и дальнейших успехов. Ну а мы, в свою очередь, спешим поделиться с вами еще одной приятной новостью. Работа якутской художницы Миры Аргуновой вошла в список победителей международного онлайн-конкурса портретов и фигуративного искусства галереи современного искусства из Делавера, это США. Но мы, конечно, не могли упустить шанс и пригласили Миру к нам в гости в студию. Мира, доброе утро. В первую очередь, конечно же, примите наши самые искренние сердечные поздравления с вашей победой. Скажите, с какой работы вы одержали победу на этом конкурсе? Доброе утро, Ларина. Благодарю вас. Работа называется «Сокровища Арктики».
На картине изображен мальчик на фоне арктического пейзажа, и в руках он держит телефон, как окно в большой мир. Ага, я знаю, что в изготовлении, в создании этой картины вам кто-то помогал. Вот кто именно? Это тот мальчик, наверное, да? Расскажите о нем, пожалуйста. Да, мальчика зовут Дамир Протопопов. Он ученик начальной школы, внук сотрудника Дома художника Аксиньи Афанасьевны, моей знакомой. Они с радостью помогли мне в создании этой работы. Это потребовало от него, конечно же, терпения. Несколько дней он приезжал ко мне в студию, и мы с ним работали над картиной. Сколько времени, сколько часов в день он вам позировал? О, это было, наверное, часов 5, я думаю. Поэтому я думаю, что мальчик-герой, потому что это действительно настоящая работа. Вклад вносит модель. Особая атмосфера, которая создается в общении художника и модели, она всегда присутствует в картине. Расскажите, Мира, о самом конкурсе. В какой технике вообще принимались работы? Работы принимались в жанрах. В этом конкурсе. И много ли из России? В конкурсе приняло участие 135 художников. Ощущалось, какие были чувства, какие эмоции, непривычно, наверное, да? Обычно же вы выезжаете, да, на фестивали, на конкурсы, или как это вообще? Не всегда выезжают, поскольку это дорогое удовольствие. Зачастую мы просто отправляем свои картины года. Вот. А картину как вы отправляете? Прям настоящую, оригинал, почтой или достаточно там фото, скрина? Это онлайн-конкурс, то достаточно фотографий. Фотографии, конечно, должны быть высокого качества и на хорошем разрешении. Я знаю, что эту картину с Дамиром «Сокровища Арктики» вы написали хронотоп. На этом конкурсе эта картина была удостоена также почетного диплома в Академии художеств. Это была очень крупная выставка, на которой приняло участие 72 художника со всего региона. И Якутию представляла 11 картин. Поэтому это большая честь. Всего, да? Ну-ка, расскажите об этом. Это мой новый проект. Хочу сделать подарок вашей редакции. Ух ты, спасибо. Мы работали над этим проектом 3 года. Я давно мечтала сделать иллюстрации к якутским сказкам. И вот, наконец-то, моя мечта на Android называется Мира Арт. С крашенными ими самими персонажами. И услышать озвученные сказки на русском и на якутском языке. Как замечательно. Это потрясающий подарок. Огромное спасибо, Мира. Я думаю, что мои коллеги обрадуются, у кого есть малыши в таком возрасте. Супер, очень красивая книга во всем мире. Да? Расскажите, что больше всего запомнилось, что оставило такое неизгладимое впечатление? Я действительно очень люблю путешествовать, люблю познавать мир своими глазами, а не из книг. Изучаю географию, можно сказать, на месте. Соглашается позировать. Огромное спасибо, Мира, за участие в нашей утренней программе. Я вас еще раз поздравляю с победой. Вы такая удивительная, светлая, лучезарная. Наше музыкальное поздравление, наш музыкальный привет. На этом я с вами прощаюсь. Встречайте моих коллег. Я их так хочу согреть, я их так и гладить готов. Что с ними сделал снег и морозы, лед, и оставляют вас умирать. Вас самбал и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна дворов. Кто выдумал вас растить зимой, о белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг, холодных ветров? Кто выдумал вас
мене бігл роб було, да? Алло. Беги бігл роб, та? Оны гол роб, та? Кусты гол роб, та? Вот так непривычно, конечно.